Здравствуйте, час дня, время новостей на АТР. Вы смотрите «Заман», 30 января, 1433 день аннексии Крыма. В студии Скендер Меметов. Подконтрольный оккупантам Верховный суд Крыма в эти минуты начинает рассмотрение апелляции на так называемое дело 26 февраля. Адвокаты обжалуют решение Центрального райсуда оккупированного Симферополя продлить домашний арест двум фигурантам дела 26 февраля Мустафе Дегерменджи и Али Асанову. Всего же по этому сфабрикованному делу проходит 5 крымчан. На скамье подсудимых также Арсен Юнусов, Эскендер Мирвалиев и Эскендер Кантемиров. Всех оккупанты обвиняют якобы в участии в массовых беспорядках во время митинга за целостность Украины под стенами крымского парламента 26 февраля 2014 года. Дело оскорбленного снайпера. В Бахчисарае утром состоялся очередной суд по делу Шевкета Разакова, которого оккупанты обвиняют в публичном оскорблении работника полиции. Сегодняшнее заседание, как и предыдущее, проходило в закрытом режиме. На суд явились свидетели стороны обвинения, но не все. Поэтому суд перенесли на 14 февраля. Шевкету Разакову угрожали штрафом до 40 тысяч рублей или исправительными работами до 1 года. Оккупанты утверждают, что 24-летний крымчанин плюнул в снайпера Нацгвардии России во время обысков силовиков в домах крымских татар в Бахчисарае в апреле прошлого года. Сам Шевкет Разаков заявляет, что действительно приходил поддержать земляков, но людей в форме никоим образом не обижал. Все свидетели обвинения, они под копирку дают абсолютно одинаковые показания и умалчивают очень важные детали данного процесса и тех событий, которые имели место 14 апреля 2017 года. В видеозаписях СМИ видны и слышны выстрелы работников полиции. Все свидетели обвинения, а это сотрудники полицейские в первую очередь, они дружно умалчивают. Адвокат Исмаила Рамазанова направил апелляционную жалобу на его арест, а также обратился с заявлением в прокуратуру об избиении полиции его подзащитного. Жителя села Новый Мир Исмаила Рамазанова российские силовики задержали 23 января после обыска в его доме. Крымчанину подбросили патроны и обвинили в пропаганде экстремизма в интернете. Его силы вывезли в подконтрольный Кремлю Следственный комитет в Симферополе, а потом оккупационный суд присудил Исмаилу Рамазанову 30 суток ареста. Адвокат Алексей Ладин заявляет, его подзащитного силовики избивали в автозаке, а уже в СИЗО его 2 дня морили голодом, заставляя себя оговорить. Исмаил Рамазанов в ходе конфиденциальной беседы пояснил мне, что сотрудники ФСБ применили к нему пытки. Сначала избиение началось в момент проведения обыска, потом избиение продолжилось в служебной машине. Там они его избивали, пытаясь принудить к самооговору. Ему нанесли множественные удары в район почек по спине. То есть отбили почки, вывихнули пальцы, его избивали, в том числе по затылку, по рукам, по ногам избивали. Ему угрожали изнасилованием, и, если не ошибаюсь, пыткой электрическим током. Алексею Ладину до сих пор не позволяют проведать его подзащитного в СИЗО. Адвокат надеется встретиться с Исмаилом Рамазановым 2 февраля. В этот день следователь планирует предъявить ему обвинение в СИЗО. Родные Энвера Кроша приехали навестить его в следственном изоляторе, однако оккупанты почти всех посетителей развернули на входе. Свидание разрешили только жене. Энвера Кроша задержали 25 января после обысков российских силовиков в его доме в Джанкое. Крымчанина обвинили в распространении экстремистской символики в социальных сетях. И в тот же день присудили ему административный арест 10 суток в СИЗО. 3 года назад Энвер Крош уже побывал в застенках Джанкойского отделения полиции. Тогда ему предлагали сотрудничество с ФСБ. И за отказ подвергли пыткам. Говорили, что могут зайти брат, жена, мать, отец, ну, в общем, близкие. Сейчас получается, что меня не запускают. Говорят, вот на жену там резолюция оформлена, что жена должна. Только одно свидание за все место пребывания. Это начальник дал такое добро. Украинцы в оккупированном Крыму смогут обращаться в прокуратуру в электронном виде и даже через видеосвязь. Они могут писать жалобы о нарушении их прав. Связь крымчан с прокуратурой будет доступна 3 раза в неделю. Подробнее в сюжете.
Здоровье, образование, обучение на родном языке и постоянные обыски в домах крымских татар. Если нарушаются права со стороны оккупационных властей, прокуратура Крыма призывает граждан Украины обращаться к ним. Предлагают два способа связи – скайп и електронний формат. Спілкування в даному випадку не обмежено для відповіді на конкретний дзвінок. Тобто ми не зможемо дати відповідь на її запитання і надати поради. Можливо, в деяких випадках варто буде ще написати до нас ще електронне звернення, де ми зможемо залучити працівників інших структурних підрозділів для того, щоб максимально вирішити ту проблему, з якою особа звернулася. В прокуратуре говорят, все нарушения будут фиксировать и пытаться помочь украинцам с оккупированного Крыма. На сайте открыли форму анонимных сообщений. Это сделано ради безопасности людей. Така форма, вона створена таким чином, щоб максимально захистити будь-яку інформацію. Безпосередньо надійшло дане повідомлення. Якщо дані обшуки або затримання людей проводяться на підставі незаконних рішень окупаційної влади, то безпосередньо відкривається кримінальне провадження. Ці факти фіксуються. Первый день в прокуратуру благодаря анонимному онлайн-информированию обратился крымчанин, который рассказал о принудительном призыве в вооруженные силы оккупанта. Надійшло до прокуратури два анонімних звернення, які стосувалися незаконного призову до лав Російської Федерації кримчан. Ці факти для нас є дуже корисними, оскільки вони всі долучаються до матеріалів кримінального провадження, яке здійснюється прокуратурою. І це є можливість реагувати не через якийсь термін, а відразу. В прокуратуре говорят, по скайпу на связь еще никто не выходил. Онлайн-видеосвязь с прокуратурой будет работать каждый вторник, среду и четверг с 10 до 13. Эльвина Саидбулаева, Никита Проскурин, Заман, АТР. Топаз докомандовался. Сегодня суд в Харькове должен объявить приговор известному антимайдановцу Игнату Крамскому. Позывной «Топаз» стал известен в 2013-м после того, как в Мариинском парке, где собрались сторонники Януковича, он дал интервью пророссийскому блогеру. Блогера через несколько минут избили пьяные антимайдановцы. «Топаз, дай команду» стало смешным мемом времен Майдана. Теперь ему не до смеха. Ему светит до 15 лет. Игната Крамского обвиняют в посягательстве на территориальную целостность Украины и участие в массовых беспорядках. В частности, он был активистом так называемого «коридора позора», по которому прогоняли майдановцев, задержанных Беркутом. В коридоре над участниками революции достоинства издевались и избивали их. Оккупационная прокуратура в Крыму передала подконтрольный Кремлю суд обвинение в отношении одного из фигурантов так называемого дела украинских диверсантов Андрея Захтея. Его обвиняют по статье «Незаконный оборот оружия и боеприпасов». В августе 2016-го в российском ФСБ сообщили, что задержали в Крыму группу украинских диверсантов, которые якобы готовили теракты на полуострове. К слову, Андрей Захтей значится в черном списке украинского сайта «Миротворец» как пособник русских оккупантов и провокатор. Второй фигурант этого дела – бывший боец АТО из Энергодара Евгений Панов. В Украине правоохранители открыли уголовное производство по факту его похищения российскими спецслужбами. Любые выборы российской власти в Крыму нелегитимны. Об этом в эфире нашего телеканала заявил бывший депутат Госдумы России Илья Пономарев. По его мнению, международное сообщество сделало ошибку. Мир не признает оккупации Крыма, но признал состав нынешней Госдумы законным, хотя за депутатов голосовали в аннексированном Крыму. Следующие выборы президентские, и Кремль будет делать все для того, чтобы голосование в Крыму выставить как еще одно доказательство лояльности полуострова к Москве. Любое голосование крымчан, по мнению Пономарева, это доказательство поддержки оккупанта. Голосовать в Крыму – это аморально. Это оккупированная территория, это Украина. И, соответственно, там любой человек, который идет, житель Крыма, голосовать, тем самым признает эту оккупацию, признает агрессора. Так же, как, не знаю, если бы за Гитлера голосовали во время Великой Отечественной, во время Великой Отечественной, устраивали бы какие-то, там не было уже никаких выборов, то есть, но если бы вот он устраивал, было бы примерно то же самое. Родственники погибших в катастрофе MH17 выиграли суд против Гиркина. Дело слушалось в США. Иск подали 25 семей погибших из Голландии. Решение было принято еще в декабре, но только сейчас голландские СМИ смогли его опубликовать. Суд предписал лидеру пророссийских сепаратистов Игорю Гиркину-Стрелкову выплатить компенсацию в размере 400 миллионов долларов. На суд вызвали и самого Стрелкова, но его по домашнему адресу в Москве не нашли. Адвокаты будут добиваться ареста всего имущества ответчика. Летом 2014-го над
оккупированной территории Восточной Украины был сбит рейс из Голландии в Куала-Лумпур. Международные расследования показали российской ракетой, выпущенной из российского зенитно-ракетного комплекса «Бук», которые доставили из России. На борту «Боинга» было 298 человек. Соединенные Штаты опубликовали кремлевский доклад об олигархах Путина. Американский Минфин обнародовал черный список, куда попали 114 российских политиков, чиновников и бизнесменов из ближайшего окружения главы Кремля. Среди фигурантов списка пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, помощник российского президента Владислав Сурков, премьер-министр Дмитрий Медведев, а также спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. В компании олигархов среди прочих числятся приближенные к Путину Олег Дерипаска, Роман Абрамович и братья Аркадий и Борис Ротенберги. Кремлевский доклад, как прогнозировали ранее, должен был стать основой и основанием для расширения американских санкций против Кремля. Однако Государственный департамент США этого не хочет. По крайней мере, его официальный представитель Хизер Нойерт еще до публикации досье заявила, усиление давления на Россию не нужно. Мол, закон о санкциях, который неохотно подписал президент Трамп, и так нанес кремлевской экономике ущерб на миллиарды долларов. Его последствия только начали проявляться, и они, по мнению Госдепа, достаточные. Если закон работает, санкции в отношении конкретных лиц или отдельных компаний не потребуются, поскольку законодательство фактически служит сдерживающим фактором. Пальмовая ветвь с запахом войны. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал очистить всю зону границы Сирии от террористов. Об этом он заявил на заседании правящей партии «Справедливости и развития». В этом районе уже 2 недели продолжается турецкая военная операция «Пальмовая ветвь». За это время курды вынуждены были отступить со стратегической высоты холма Бурсая. Это открытая дорога для турецких войск в регион Африн, которая контролирует отряды сирийских курдов. По словам Эрдогана, сделка позволит очистить зону от террористов и позволит беженцам вернуться в регион. Вашингтон уже заявил протест по этому поводу. Сирийские курды при поддержке США воюют против отрядов террористической группировки ИГИЛ. За время операции, по данным военного штаба Турции, было уничтожено около 300 курдских воинов. Китайские власти притесняют права мусульман. Так, в одной из провинций, в которой население преимущественно исповедует ислам, школьникам запретили во время каникул посещать мечети. Мол, администрации всех школ должны обязать учеников не посещать религиозные объекты и учебные заведения для чтения священного писания. Согласно китайскому законодательству, государство отделяет школу от религии. А российские школьницы заплевали вечный огонь. Мемориал Второй мировой войны обесчестили на Кубани. Инцидент сняли камеры наблюдения. На видео видно, как 2 школьницы греются у огня, а затем плюют в него и делают селфи. Лица несовершеннолетних вандалок установили, но не разглашают. Известно, что в школе им пришлось писать объяснения из-за такого аморального поведения. И в записках девушки отметили, что не знали о ценности этого мемориала. Это все новости к этому часу. Не пропустите следующий выпуск «Заман» на крымско-татарском языке с Маилем Мухтаровой. Будьте с АТР.